Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Республике Алтай в литературно-издательском доме «Алтын-Туу» издан героический эпос «Нюргун-Баатур Стремительный» на алтайском языке в рамках международной книжной сессии «Эпосы народов мира» под эгидой ЮНЕСКО. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это Тамара Садалова, доктор филологических наук, ответственный секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай. Тамара Михайловна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, насколько я знаю, вы были редактором переводческой группы. Расскажите, пожалуйста, в целом об этом интересном проекте. Как шла работа? Это действительно очень был интересный проект. Наверное, первый такой опыт международным перевод одного из крупных переводов эпоса. Но мы знаем, что наш эпос «Мадай-Гара» был переведен тоже на якутский язык. И ответное у нас такое слово было за переводом Нюргун-Баатура на алтайский язык. Конечно, вы знаете, что инициатором этого проекта является Александр Николаевич Жирков. И нашего тома, нашей книги был Иван Викторович Беликов. Он председатель нашего Национального комитета по делам ЮНЕСКО. Мне пришлось быть таким научным редактором, даже рабочим редактором, вообще заниматься подготовкой этого эпоса к изданию. То есть до последней точки была ответственность большая. А переводчиком был у нас Борис Куртин, он журналист, переводчик. Но эта работа у него длилась там более трех лет, и последнюю песню он уже переводил почти что такого с листа, когда уже мы должны были издать. И вот последняя песня была переведена им уже почти до самого конца, такая работа шла. Но в целом, чисто вот такая редакторская работа, она потребовала больших таких вложений в таком чисто физическом плане, можно сказать, потому что объемный большой эпос. Потом он такой многомерный и очень много разных перипетий. И наша задача была приблизить его к слуху алтайского читателя, чтобы читатель понимал, о чем идет речь. И многое самим переводчиком было использовано очень много из алтайского эпоса. Вот такие постоянные эпитеты, поэтические средства, которые присущи нашему эпосу, потому что у нас народ очень эпический, и у нас много тоже сказаний, как у якутского народа. И с одной стороны это помогло. С другой стороны, у нас переводчик, так как это архаичный эпос, он во многом ушел в такую архаизацию. И пришлось искать как редактору такую середину, золотую середину, чтобы читатель понимал, о чем речь идет, и чтобы такого двойного перевода не было. То есть, в целом, такая очень большая творческая лаборатория. И я рада, что, наконец, этот эпос был издан, и презентация прошла у нас в республике, здесь, в Якутии прошла. И я надеюсь, что это такой колоссальный опыт, который можно в целом потом продолжить. Вот, кроме того, что вы сказали, что это чисто с физической даже точки зрения была очень большая и тяжелая работа, расскажите о тех трудностях, с которыми наверняка все-таки приходилось сталкиваться. Ну, во-первых, может быть, это какие-то слова, которым очень трудно было найти соответствующее слово в алтайском языке, да? И в том плане еще в творческом, потому что все-таки Аланхой — это эпос, а эпос — это предполагает больше слушаний, чем читания, как вот эти перипетии удалось преодолеть. Ну да, там же своя стилистика изложения Аланхо, и это такое, можно сказать, медитативное погружение слушателя, именно как читателя. Но каким образом это удалось преодолеть, мне сложно сказать. Но сами трудности именно в переводе заключалось, потому что были такие формулы, которые сложно передать, понять даже. И чтобы человек понимал, о чем он читает, мало сделать отсылку, там, приложения, объяснения, да, как словарные какие-то толкования там нужны. Нужно было, чтобы он понимал, читая, то есть для него вот эта картина, чтобы была понятна. Поэтому все приходилось искать языковых средств алтайского языка.
хорошо у нас народ, ну, по крайней мере, скажем так, до среднего поколения он воспитан в эпическом стиле. И вот я говорю, что именно вот огромное подспорье оказались нам эпические произведения на алтайском языке. Но мало того, что есть, понимаете, он тоже архаичный эпос якутский. И вот эти представления, вот эти разные пространственные перемещения, в целом отношения между героями, это очень такая сложная система. Но максимум, что можно было приложить, мы как переводчик, как редактор смогли сделать, ну, по крайней мере, еще дело за читателем. Первые отзывы были положительные, потому что сегодня не каждый, наверное, читатель прямо возьмет и прочитает этот текст, но специалисты, да, читали, знакомились, и, по крайней мере, они вот именно как сам перевод, оценка была положительная. Ну, насколько я знаю, вы и эпосовед, и лингвист, и доклад у вас, с которым вы сейчас приехали, об общих процессах развития алтайского и якутского эпосов. Ну и вот, в принципе, на примере вот этого эпоса «Нюргун-Батур стремительный», может быть, расскажите, есть ли у двух, с одной стороны, разных, но с другой стороны и чем-то похожих народов одинаковые традиции и обычаи? Ну, конечно же, мне период сравнительного анализа, сравнительно-исторического анализа приходилось соприкасаться с якутским эпосом, но вот такой глубины не было, сразу скажу, потому что огромный материал, он сам по себе у нас много было сравнений, например, там с калмыцким эпосом «Джангар», да, или с Манасом, но таких масштабных работ таковых нету. Есть у нас, у нашего ведущего эпосоведа Сазон Саимовича Суразакова, есть просто как бы постановка проблемы, скажем так. Мне приходилось больше заниматься как бы южносибирским ареалом. И вот такая попытка, к этому, конечно же, подвигла именно вот соприкосновение с переводом Нюргун-Батора. Нюргун-Батор, потому что Хыстюбилей, там, Ирцухотох, вот эти первые эпосы, которыми именно я знакома как специалист, здесь, наверное, вот Нюргун-Батор подвигнул, потому что удалось увидеть как раз те ключевые сходства в алтайском эпосе, якутском эпосе, о чем я постараюсь изложить на нашем симпозиуме. Самое важное, что вот общее, наверное, мировоззренческой части, где вот строительство такого мировидения, самого мироустройства, оно оказалось очень идентичным. Это, во-первых, обрадовало, с другой стороны, это подвигло искать какие-то ключевые явления, атрибуты. Вот эти вещи, они оказались очень интересными. Да, в якутском эпосе там есть свои облачения, да, там система персонажей, он как бы чуть по-другому. Но в целом, когда главный герой, да, как Нюргун-Батор или Батыр, вот алтайский, он во многих эпосах, он главное лицо, и вся ну, такая эпическая система, она строится вокруг героя. Герой, который защищает там свои земли, свою семью, свое племя и так далее. Это такая извечная тема, которая присуща и алтайскому эпосу, и, конечно же, многим вот тюрко-монгольским народам. Вообще, наверное, вот в целом для евразийского пространства это общая такая тема. В этом году наша республика, Якутия, как и Уйротская автономная область, ныне Республика Алтай, отмечает столетие со своего образования. Скажите, нет ли каких-то планов, может быть, по проведению каких-то совместных мероприятий в культурной сфере или расширению, скажем так, существующих контактов? Ну, здесь это очень хорошее совпадение, потому что исторические вот эти параллели, они всегда очень интересны. И то, что у нас столетие в Якутии, вот мы сегодня посетили исторический музей, да, моей Якутии или моей истории Якутии, и там ну, буквально поэтапное совпадение наших историй, там, начиная с XIX века и так далее. Это в целом и присуще для нашей республики Алтай. И все какие-то торжественные мероприятия, празднования и прочее, они сегодня идут почти параллельно. У вас проводится САХ, у нас будет Элюин.
буквально в эти же дни. Но в целом, конечно, нужно сказать, что осмысление вот этих, наверное, вех, исторических вех, и вообще, наверное, нужно сказать, что вообще роль национальных регионов для всей России на российском регионе, вообще понятие евразийской культуры, это очень важно. И в этом плане у нас будет в октябре месяце проводиться большой международный Алтайский форум. Международный Алтайский форум, он связан как раз евразийским вектором вообще российской политики, геополитики. И в связи с этим здесь с Якутией очень тесные контакты. У нас недавно он прошел, в конце мая у нас прошел координационный совет по проведению этого форума. Наши коллеги из Якутии там участвовали, как Андрей Исаевич Борисов, также Александр Николаевич Жирков и Ларионов Василий Васильевич были представители, которые, в принципе, они являются и в числе инициаторов, и организаторов этого форума. И мы надеемся, что этот форум состоится, потому что он проходит под таким протекторатом Государственной Думы, Совета Федерации и Министерства иностранных дел. Там большое внимание оказывает Российская комиссия по делам ЮНЕСКО. И поэтому надеемся, что этот форум будет такую очень долгую перспективу для такого межрегионального сотрудничества, вообще на таком российском уровне. Что ж, Тамара Михайловна, я благодарю вас за это, безусловно, очень интересное интервью. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Я желаю вам дальнейших успехов над новыми интересными проектами. Спасибо за приглашение. Это была программа «Актуальное интервью». И гостем нашей студии была Тамара Садалова, доктор филологических наук, ответственный секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.